Да, 30 лет прошло. Ровно 30 лет тому назад, 27 сентября, был принят суверенитет нашей республики. Кстати, как раз 30 лет исполняется той организацию, когда буквально там за 10 дней создал ассоциацию «Подросток» 18 сентября 90-го года. И при этом это как раз как-то с этим сопределяется, потому что ассоциация «Подросток» это было новое общественное формирование и организация. Наверное, также было и вновь то, что было сделано в нашей республике, именно то, что сейчас спорят многие о суверенитете. Ну, что такое суверенитет? Стали ли мы тогда государством? Если смотреть Конституцию Российской Федерации и смотреть ее даже сейчас с изменениями, все-таки Российская Федерация это все-таки добровольное соединение государств. И наша республика, по большому счету, является государством. Но здесь можно подумать, можно поспорить по поводу суверенитета. И мне бы хотелось вспомнить именно 90-й год, моя реакция. Вы знаете, по большому счету, я тогда даже и не понимал, что такое слово суверенитет. Может быть, слишком был молод, может быть, я еще многие вещи просто не знал по этому поводу. И насчет суверенитета спорят до сих пор. И то, что произошло тогда, в 91-м уже году, я все-таки считаю, это слабость нашей политической элиты. Потому что на самом деле союзный договор можно и нужно было подписывать и сохранить нашу страну в тех границах, которые была Советский Союз. Не надо меня сейчас перечислять к империалистам. Потому что на самом деле, если внимательно посмотреть, все народы, проживающие сейчас в Российской Федерации, обладают всеми необходимыми правами и обязанностями, которые есть у других народов, в других государствах. Даже возьмите нашу республику, именно возьмите якутов, возьмите ивенков, ивенов, чукчей, юкагиров, всех, кто здесь проживает, им грех жаловаться о том, что они что-то не получают или у них какая-то дискриминация по национальному признаку. Поэтому я считаю, что Республика Саха-Якутия даже гораздо больше государства, чем, например, сейчас, это мое субъективное мнение, чем такие страны, как Болгария, Венгрия. Нет, Венгрию можно убрать, например, Болгария, Украина. Понимаете, они только называются государствами, а фактически они таковыми не являются. Что хотят, то с этими странами и делают, и с их элитой то же самое происходит. И большая разница, конечно, сейчас и то, что относится к суверенитету. Например, я сейчас с гордостью очень часто говорю и вспоминаю, что я был один из немногих депутатов в начале 2001 года, когда решался вопрос в Конституции нашей республики, оставлять ли слово суверенитет. За это слово суверенитет вообще проголосовало 7 человек. И в том числе был я. Один русский, и еще было 6 якутов. Из 70 депутатов. Потому что у меня к слову суверенитет особое отношение. И суверенитет говорил о нашем суверенитете нравственном, духовном и экономическом. Потому что суверенитет, его надо было рассматривать совершенно по-другому тогда. И сейчас то же самое. Потому что политический суверенитет это суверенитет в России. А вот суверенитеты, которые нравственные, духовные, экономические, все-таки они должны присутствовать у каждой республики и у каждой губернии, которая у нас сейчас есть, там край или область. Потому что это накладывает ответственность на людей, проживающих в этом регионе, и на руководителей. Поэтому 27 сентября в нашей республике
День суверенитета, это не пустые слова. Мне хотелось бы, чтобы вот сейчас молодежь, которая сейчас живет, все-таки серьезнее подходили к этому празднику. Не только для того, чтобы я вышел со знаменем республики в бейсболке с гербом своей республики и кричал бы о том, что я тут патриот своей республики, а чтобы к этим вещам подходили вдумчиво, а самое главное, чтобы ушли от такого понятия, как «я человек мира». Меня это бесит. Понимаете, мы должны сохранять свою идентичность и свою культуру. Хорошо быть человеком мира и уважать культуру других народов. Но надо любить свою культуру, надо свой народ там, где ты живешь. И надо это хранить и умножать. Поэтому я обращаюсь сейчас к молодежи. Не надо огульных и вот таких вот простых возгласов по поводу любви к родине. Это надо прочувствовать. Вот то, что я бы хотел пожелать им в этот замечательный день, 27 сентября. На самом деле это нужный, правильный государственный праздник нашей республики. И в этот день, на самом деле, надо думать, что ты хочешь и можешь сделать для своей республики и, в частности, для своих детей или будущих детей, для своей семьи.